В эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. 25 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники следственных органов, Следственного комитета Российской Федерации, следственных подразделений Министерства внутренних дел и ФСБ России. В честь значимого события наш гость сегодня Александр Заболиченко, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха-Якутия. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Следственный комитет России имеет богатую историю. Каково ее значение для современных следователей? Дело в том, что 25 июля действительно отмечается с 2014 года День сотрудников органов следствия Российской Федерации. Данный праздничный день утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 27 августа 2013 года. И, собственно говоря, вот эта дата, 25 июля, она, собственно, выбрана не напрасно, не случайно. Дело в том, что 3 века назад, в 1713 году, Петром I издан указ о создании следственной канцелярии. Первым руководителем данного ведомства был назначен в то время генерал-майор Семеновского полка князь Михаил Иванович Волконский. Основной задачей и в виде основных вопросов деятельности, связанных с данным ведомством, это было предварительное следствие по уголовным делам, в основном коррупционной направленности. Это казнократство, взяточничество, служебные подлоги, мошенничество. Данные ведомства действовали на территории России в течение 10 лет, были упразднены в декабре 1723 года, но в целом показали свою эффективность. Впоследствии, в разные времена нашей истории, безусловно, реформирование предварительного расследования продолжилось. Было и досудебное следствие, и следствие в органах прокуратуры. А современный Следственный комитет Российской Федерации, в общем-то, состоялся как независимый федеральный орган 15 января 2011 года. Вернемся из прошлого в настоящее. Думаю, сегодня уже можно подвести какие-то промежуточные итоги. Какая работа была проведена за первое полугодие 2020 года? Хорошо, я отвечу. Безусловно, во-первых, хочу сказать, что Следственное управление по Республике Саха-Якутия — это территориальное подразделение Следственного комитета Российской Федерации. В штате управления 175 сотрудников. Наши следователи осуществляют свою деятельность на территории каждого района и города Республики Саха-Якутия. Следователи занимаются расследованием особо сложных резонансных уголовных дел, по делам о особо тяжких преступлениях против личности, половой неприкосновенности граждан, коррупционных преступлений, которые совершаются несовершеннолетними и в отношении них, преступления, которые посягают на конституционные права граждан, в том числе о невыплате заработной платы, и преступлениями в налоговой сфере. Если брать вообще в целом работу Следственного управления по Республике Саха-Якутия с момента создания, то безусловно, проделана огромная работа, рассмотрено свыше 60 тысяч преступлений, 60 тысяч сообщений о преступлениях, расследовано свыше 11 тысяч уголовных дел по 14 тысячах преступлений и свыше 6 преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких. В первом полугодии 2020 года следователями управления по республике завершено расследование, направленное в суды свыше 600 уголовных дел. Из них 51 об убийствах, 24 по причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего смерть, свыше 20 преступлений о преступлениях, посягающих на половую неприкосновенность граждан. Безусловно, особое внимание уделялось и вопросам соблюдения конституционных прав граждан, связанных с восстановлением нарушенных прав в плане невыплаты заработной платы. За первое полугодие в управлении расследовано 13 таких уголовных дел, 5 из них уже направлены в суд. И, конечно, особое внимание уделяется прежде всего возмещению ущерба, который причиняется подобного рода преступлениями. Это осуществляется следователями как в рамках уголовного дела, так и непосредственно на ранних стадиях. То есть, для примера, допустим, у нас в Арктическом межрайонном следственном отделе расследуются 2 уголовных дела по невыплате заработной платы, которая не выплачивалась в течение 2 лет. 119 работниками. Уже, допустим, до окончания дела в суд ущерб, который был причинен на сумму 10 миллионов рублей, возмещен уже на сумму 9 миллионов рублей. Их следствие пока не завершено. И, конечно, следует, наверное, отметить те резонансные уголовные дела, которые в первом полугодии следователи завершили производством.
Это и уголовное дело о убийстве 4 лиц, в том числе 2 детей, которые совершил житель города Якутска весной 2020 года. Данное преступление расследовано в кратчайший срок. Преступник, подозреваемый на тот момент, спустя непродолжительное время задержан сотрудниками уголовного розыска. В том числе дана оценка факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В настоящее время уголовное дело завершено и в настоящее время рассматривается в суде. Ну, наверное, нельзя обойти вниманием резонансное дело по факту аварии на руднике «Мир», в результате которой в данной трагедии погибло 8 человек, причинен значительный материальный ущерб свыше 10 миллиардов рублей. Следствие длилось очень сложно. Допрошено свыше 700 свидетелей, проведено свыше 40 выемок, обысков, проведены сложнейшие экспертизы, в том числе горно-техническая, документальная судебная экспертиза. В первом полугодии данного уголовного дела завершено, направлено в суд и в настоящее время вынесено обвинительный приговор в отношении 2 лиц. Кредо Следственного комитета: каждый преступник должен понести наказание. Какое внимание сейчас уделяется преступлениям, совершенным в прошлые годы? Ну, это одно из приоритетных направлений, безусловно, работы наших следователей и сотрудников отдела криминалистики. Конечно, все-таки восстановление социальной справедливости, в смысле несения наказания каждым лицом, который совершил преступление, неважно, когда оно совершено, это основная задача. И действительно, нашими следователями и следователями-криминалистами постоянно изучаются дела, которые находятся в архиве. Есть хорошие примеры раскрытия подобного рода преступлений. В первом полугодии таких преступлений раскрыты и расследованы, направлены в суды свыше 60. В том числе это дела об убийствах, о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, преступления против половой неприкосновенности граждан. В частности, следователями отдела по особо важным делам в первом полугодии текущего года завершено уголовное дело в отношении гражданина, который в городе Якутске в 2001-2003 годах с ножом в подъезде домов нападал на несовершеннолетних детей, угрожал им, совершал преступления в отношении них половой направленности. Ну и, безусловно, он имел признаки педофилии. В настоящее время дело завершено, направлено в суд для рассмотрения по существу. Александр Александрович, расскажите, как обстоят дела с восстановлением социальной справедливости, в частности, защитой трудовых прав граждан? Ну, как я уже и говорил немножко ранее, значит, трудовые права – это, безусловно, одно из приоритетных направлений деятельности следователей управления. В первом полугодии таких уголовных дел в производстве следователей находилось 13. 5 из этих дел уже направлено в суды. Возмещен ущерб, который причинен работодателям, гражданам, которые не получили соответствующие выплаты и заработную плату, в размере 7 миллионов рублей. Работа в этом направлении постоянно находится на контроле и продолжается. Еще очень важная часть вашей работы – это преступления, связанные с коррупцией. Вот какое внимание уделяется коррупционным преступлениям? Вы знаете, коррупционным преступлениям уделяется самое пристальное внимание. В этой связи мы работаем в исключительном взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел по республике, Федеральной службы безопасности. В текущем полугодии расследовано и направлено в суд в отношении одного из начальников отдела трудовой миграции, который вымогал взятки. Расследовано и направлено в суд в отношении одного из первых заместителей Алайховского района, который незаконно присвоил себе квартиру. Ущерб возмещен, в частности, квартира возвращена муниципалитету. Всего же в первом полугодии расследовано 43 преступления коррупционной направленности. И я вас уверяю, что работа в этом направлении, она постоянно продолжается и будет усиливаться. Безусловно, каждый сотрудник вашего ведомства – это профессионал, но все-таки, может быть, есть кто-то, кого бы вы в преддверии праздника, в праздничный день хотели бы особо отметить или выделить? Да, конечно, я с удовольствием, искренне, с огромной благодарностью хочу, честно говоря, пожелать профессиональных успехов, следственной удачи. У нас есть очень замечательные коллеги, которые работают очень результативно. Хотелось бы высказать слова благодарности руководителю Центрального межрайонного следственного отдела Шкулепа Константину Анатольевичу, Восточно-Якутского межрайонного следственного отдела Федору
Максиму Анатольевичу. Конечно, очень хорошо себя проявили следователи отдела по расследованию особо важных дел. Федоров Николай Прокопьевич, Кузьмина Татьяна Григорьевна. Очень грамотно и толково работают на территориях многие следователи в следственных отделах по Алданскому району, в следственном отделе по городу Якутску. Ну и, конечно, в любом случае, как говорится, без истории никуда, поэтому я огромную благодарность выражаю и нашим ветеранам, которые передают свой опыт, накопленный ранее на этой работе, нашим молодым сотрудникам. Огромная благодарность им, долгих лет жизни. Ну и в целом я поздравляю весь коллектив Следственного управления по Республике Саха-Якутия. Отдельное спасибо хочу сказать нашим женщинам, которые трудятся в управлении. Их сейчас 58 сотрудников. Очень педантичные, ответственные и всегда принимают взвешенные решения. И я, уважаемые коллеги, искренне от всей души поздравляю всех наших коллег и в других ведомствах, где есть следственные подразделения, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел, с праздником профессионального долголетия, счастья, семейного благополучия, всех благ. Александр Александрович, большое вам спасибо за интересную беседу. Мы со своей стороны тоже присоединяемся к вашим поздравлениям всем сотрудникам органов следствия. Желаем здоровья, успехов в работе и чтобы все у вас всегда было хорошо. Спасибо огромное за поздравления. Это было актуальное интервью. Всего вам доброго.